Магулова в UFC против Рауля Напаевы и проиграл тогда Жалгаз. Но сейчас... Вообще на всей территории СНГ многие как раз таки ждали этого. Имеет просто массу регалий в самых разных видах спорта. Столько у него побед, титулов, всего остального. Мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по джиу-джитсу. В общем, очень много всего интересного есть уже в копилке у Жалгаса. Также он был чемпионом Большой российской лиги Fight Nights. И вот сегодня будет его второй профбой уже под эгидой UFC. Очень талантливого парня, но в том поединке Альбази продемонстрировал. For UFC 257, Poirier versus McGregor 2. And now, this fight is 3 rounds in the UFC flyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a freestyle fighter holding a professional record, 13 wins, 4 losses. He stands 5 feet 4 inches tall, weighing in at 126 pounds. Fighting out of Aktobe, Kazakhstan, Zhalgas Zhumagulov. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 13 wins, 1 loss. He stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 126 pounds. Fighting out of London, England, by way of Baghdad, Iraq, Amir the Prince Albazi. And when the action begins, our referee in charge, Jason Herzog. Джейсон Херцог будет первым рефери, который как раз таки будет судить в центре октагона этот поединок и следить, чтобы все правила соблюдались. Мы готовы к старту UFC 257. Жалгаз Жумагулов на ваших экранах в синих шортах, и в черных у нас Амир Альбази. Бой начинается. Лоу-кик от Альбази моментально. В интервью Жалгаз говорил, что очень серьезно настроен на этот бой. Должен он был уже несколько раз состояться, причем еще в 2020 году. Но вот постоянно переносился. То были проблемы у Жалгаса с визой, то по иным причинам. Ну вот наконец-то все-таки вышли они в октагон. Довольно уверенно начинает Альбази, несмотря на то, что базовый джитсер. В стойке он тоже чувствует себя довольно уверенно, но при этом поединок с Хосе Торресом, единственный проигрыш Альбази, продемонстрировал, что все-таки пробелы у него в этом компоненте есть. Отличная атака Жумагулова. Неплохо Жалгаз себя показывает в плане ударки. Не подпускает Альбази. Пару раз отлично попал, но единственное, схватился за глаз в одном из эпизодов Жалгаз. Видимо, получил тычок. Перестреливаются бойцы, не дают друг другу подойти толком. Накидывает Жалгаз сейчас такой размашистый удар. Альбази пока на чеку. Попытка фронт-кика от Амира. Да, в последних своих боях Жалгаз приучил к тому, что его поединки, как правило, доходят до решения. И вот судя по тому, как сейчас он ведет поединок, очень хочет досрочно завершить бой. Пока у Альбази проходят лишь лоу-кики. И снова левый боковой от Жалгаса Жумагулова. Несколько таких ударов уже прошли. И этот, к сожалению, для него попал в молоко. Быстрые джебы у Жалгаса, постреливает он и в корпус ими, и в голову целит. Амир старается работать первым номером, а Жалгаз так, отходя, периодически отправляется с контратаками, бросает на соперника. Вот как сейчас. Ну, пока Альбази контролировал дистанцию в том эпизоде. Сейчас пытается Альбази зажать. Жалгаз готов к этому. Допустил, кажется, один удар, но тут же отвечает. Меняет стойку Жалгаз, и сейчас снова левым ударом ловит своего соперника. И колено от Альбази. Ну, была попытка. Скользь прошелся такой удар. Ох, неплохо сейчас Жалгаз переиграл Амира. Очередной лоу. Неплохо пока действует Жалгаз Жумагулов. Его тактика работает. Правда, левый сейчас довольно низко пришелся. Даже рефери уточнил, не в пах ли был этот удар, но бой тут же продолжился. Попытка побороться от Альбази. Идет за тейкдауном. Есть, в принципе, перевод. Неплохо сработал.
Оперативно залетел. Жалгас на канвасе, но пытается подняться. Альбази здорово переводит. Ну, есть у него иногда проблемы с тем, чтобы удержать соперника. Вот мы видим сейчас как раз пример того, как его соперник поднимается довольно быстро. Ну и здесь надо сказать, что у Жалгаса тоже проблем с тем, чтобы долго лежать, что называется, снизу. Проблем вообще никаких нет. Он быстро встает всегда. Практически сразу после тейкдауна всегда старается снова вернуться на ноги. Напарывает сейчас на джеб Жалгас. Подсказывает из угла Амир Альбази, что нужно работать длинными джебами. Хотел сейчас в клинч отправиться Жумагулов. Не получилось. Сейчас боковой заходит от Жалгаса, но Альбази показывает, что нет. Не прочувствовал он удар. Хороший, да, правый прямой от Альбази. С коленом залетал сейчас Амир, но встречал его Жумагулов бэкфистом. Попытка зарубиться от Жалгаса. Мощные такие боковые летят. Да, вот несмотря на то, что вторым номером Жалгас Жумагулов действует очень неплохо, темп все-таки и дистанцию он отдает своему сопернику. Но вот сейчас, посмотрите, решил забрать концовку Жалгас Жумагулов. Отличный проход. Но есть тейкдаун, и еще 20 секунд до конца раунда. Локтями пытается работать Амир Альбази, вставляет несколько ударов Жалгасу в голову, но пытается, в таком случае, вот в плечи прилетают эти удары. Жалгас аккуратно, так, в безопасной манере постреливает изредка, то в корпус, то в голову. И попытка ударить локтем прямо под конец раунда, и мы уходим на паузу. Хорошо. Отключай, когда в ноги лезет по одной руке. Капа где? Капа. Наверняка слышали вы сейчас, как подбадривали из зрительного зала Жалгаса Жумагулова. Но это неудивительно. Еще раз напомним, что турниры на Бойцовском острове проходят впервые почти за год. Со зрителями около 2000 человек присутствует сегодня на арене. Отбивается сейчас Жалгас. По-прежнему он отдает центр октагона сопернику. Вот мы видим сейчас в Твиттере подводят итоги первого раунда, и большинство все-таки отдает его Амиру Альбази. Хорошая комбинация от иракского шведа. Ну, посмотри, есть тут другой специалист, кто говорит, что 10-9 в пользу Жумагулова вполне может быть, учитывая концов. Да, раунд получился очень близким, и вот даже сейчас подтверждение, и еще один твит в пользу Жумагулова. По тейкдауну с обеих сторон и много обоюдных попаданий, чуть-чуть побольше по статистике ударов за Амиром, но при этом действительно это было очень близко. А тем временем, посмотри, в начале второго раунда сейчас уже Жумагулов пару раз неплохо попал. Альбази старается сохранять тот же темп, старается идти все так же вперед первым номером, давить. Через корпус зашел Жалгас Жумагулов. Левая у него работает, передняя рука очень хорошо сегодня. Видимо, именно на нее сделал ставку Жалгас. Альбази уже, посмотри, не рыпается вперед так, как он привык в первом раунде это делать. Снова встретил правый на этот раз ударом Жумагулов. Хорошо сейчас. Уклоняется. Жалгас и попадает сам. Сейчас подсказали из угла Амира Альбази, что Жалгас заряжается на один удар. И нужно быть готовым Амиру к этому. Гораздо более как-то лениво проводит второй раунд Амир Альбази. Он зажимает Жалгаса ближе к сетке. Он то же самое делал, собственно, и в первом раунде, но здесь гораздо меньше ударов он выбрасывает. Есть ощущение, что Альбази прочувствовал мощь Жумагулова, потому что несколько раз хорошенько он так вложился. И вот опять, смотрите, Жалгас протирает глаз. Возможно, раскрытые перчатки пару раз Альбази встретил и случайно ткнул.
Хороший джеб от шведа. Экватор поединка позади. Еще половина боя. У обоих бойцов есть хорошие шансы на победу. И кричат сейчас Альбази, раздергивая его джебом, а затем пройди в ноги. Сдвоенный джеб от Жумагулова. А сейчас едва не напоролся на хороший удар справа Жалгаз. Хорошо ушел сейчас от левого бокового Альбази. Ну, прочитали друг друга соперники. Гораздо меньше уже во втором раунде ему удается довести до цели. Колено в прыжке от Альбази, но довольно низко оно пришлось. Ну, наконец-то Жалгаз Жумагулов тоже забирает центр октагона, но тут же проваливает его соперник. Очень напряженный такой тактический поединок мы видим. Настоящие шахматы в наилегчайшем весе. Лоу-кик очередной. Я уж не знаю, несколько десятков их выбросил Амир Альбази. По-прежнему так чуть-чуть жмется к сетке Жалгаз Жумагулов. Вот сейчас пытается уже давить в свою очередь. Но снова летит вперед, но проваливает его Альбази. И сейчас от шведа тоже неплохая атака. Жалгаз пытается что-то сделать. Меньше минуты до конца второго раунда. И мы помним, как здорово первый раунд закончил Жалгаз Жумагулов отличным тейкдауном. Очень близки по ударам в этом раунде. Даже более близкий получается раунд, чем прошлый. Снова будет сложно судить. Жалгаз под конец вот опять был намек на тейкдаун. Просят добавить из угла Жумагулова. Помнит, конечно, прекрасно его угловые, как неудачно сложился поединок против Рауляна Паивы, где вроде бы Жалгаз вел поединок, но все же уступил на карточках судей. Идет он за тейкдауном, но Альбази очень опасная позиция. Хороший джитсер Амир Альбази. Да, но меньше 10 секунд остается, так что Амир максимум успеет пару ударов нанести. Вот колено успевает ставить, и Жалгаз активизировался в концовке, но не успевает нанести удар. Что ж, второй раунд опять близ. С такой же примерно разницей в ударах. Без тейкдаунов в этот раз, если не брать вот финальный эпизод. Один из лучших ударов вообще в этом поединке. Вот сейчас правым прямым мы видели, как попал Амир Альбази. Ты этот раунд не заберешь, ты проиграешь бой. Ты меня понял? Еще раз, ты меня пись. Давай, разозлись давай. Встань, встряхнись. Встань, встряхнись, встань. Встань, встряхнись, встань. Давай сам, блядь, по-чемпионски. Встряхнись, руку попрыгай. Давай. Отдай себя всего. Да, уже второй перерыв подряд. Амиру Альбази просто говорят, подыши, дают ему водички и говорят, отличный раунд. Ну вот сейчас, правда, замотивировали его, сказали, что еще 5 минут. И ты видишь, что он уже устает. Он уже не тот, что в начале боя. Сразу довольно активно начинает Жумагулов. Но не позволяет все-таки ему перехватить инициативу Амир Альбази. Очень тяжелый бой. Самый серьезный, наверное, соперник в карьере Жалгаса. В корпус правый разрядился Жумагулов. Альбази после этого пошел как раз таки поработать сам. Во втором раунде, кстати, Амир уже не работал так активно первым номером. Вот сейчас опять возобновил эту тенденцию. Неплохая серия удалась Жалгасу. Но вот чем больше таких ударов будет, тем, конечно, больше шансов в концовке забрать победу. Жумагулов отступает. Бэкфист попытался выбросить, но едва его не раскрутило до того, что он равновесие потерял. Альбази зажал у сетки. И это одна из любимых его позиций. И отлично перевел в партер. Вот сейчас Жумагулов держит его. Закрыл гард. Локоть от Амира. Активный граунд and pound сейчас от Альбази. Мало ударов он набрасывает.
Видели мы сейчас твиты, и практически все они говорят нам о том, что люди видят 20-18 пока в пользу Альбази. Было там мнение, что это 1-1 по раундам. Также. Ну да, не будем забывать, насколько близким получился первый раунд. Рефери Джейсон Херцог уже подсказывает, что нужно бы активность проявить. Жумагулов пока никак не может выбраться. Но сказывается усталость, естественно. Все-таки уже 12 минут поединка позади. А тем временем Альбази улучшил позицию уже дважды. Первый раз перешел в хавгард, теперь приходит в сайд-контроль. Пытается забрать спину сейчас Альбази. Еще около 3 минут работать, так что лучше бы Жумагулову спину не отдавать. Особенно учитывая тот факт, что его соперник Джитсер одну ногу заправляет. Краски сгущаются. Жалгасу нужно спасаться из этого положения. Альбази уже ищет выход на удушающий прием. Да, вторая нога тоже заправлена. Альбази будет пытаться душить. Первая попытка накинуть захват. Жалгас пока держит руки соперника. Хорошая работа от Альбази. Не слишком активная, но при этом отлично он понимает, что рано или поздно за оставшиеся 2 минуты возможность представится. 2 минуты — это слишком много. Так что Жалгасу бы развернуться и что-нибудь придумать, чтобы отжать все-таки. Альбази пытается сейчас Жалгас это сделать. Провернуться вокруг своей оси, чтобы забрать как раз-таки лидирующее положение в партере. Но Амир хорошо держится за спиной. Так просто от него не избавишься. Душить пока не получается у Альбази. Жумагулов в этом плане в порядке, но все же, если вот так 1,5 минуты пролетят, то Альбази точно заберет бой решением судей. Да, в перерыве между вторым и третьим раундами говорили Жалгасу, что обязательно нужно брать третью 5-минутку, если он хочет все-таки выиграть этот бой. Но вот мы видим, что заключительные 5 минут все-таки Жалгасу не слишком удаются. Ну и надо отдать должное Амиру Альбази. Великолепно он действует. Но вот здесь Жалгас, посмотрите, разворачивается, встает на ноги и пытается зажать соперника у сетки, провести атаку. Да, сейчас нужно просто на все деньги пойти Жумагулову, все поставить на кон и попробовать финишировать Альбази. Плохо он провел последние 2 минуты и активизируется. Жалгас идет в атаку. Так, многое сейчас для казахского бойца стоит на кону. Второе поражение подряд в UFC может очень серьезно ударить по его перспективам в этом промоушене. Атакует Жалгас. Время улетает просто с молниеносной скоростью. Меньше 30 секунд остается. Несколько неплохих атак от Жумагулова пролетело. Заставляет он все-таки Альбази пятиться сейчас. Амир не настроен на рубку, и понятно, она не в его интересах, учитывая, что, скорее всего, он забирает бой по очкам. Он залетел сейчас с коленом Альбази. 10 секунд до конца. Попадает Амир, встречая Жалгаса. Жалгас пытается догнать. Лоу. И звучит финальный гонг. Теперь все в руках судей. Да, вполне уверен в своей победе Амир Альбази. И Жалгас, посмотрите, устал. Подбадривают сейчас Жалгас его угловые. Вы, наверное, слышали, что по чемпионату